Сегодня разделить радость в этом зале собрались гости. Среди них член Совета Федерации Федерального собрания Ингушетии Мухарбек Барахоев, руководитель движения первых Мариам Арчакова и заместитель министра образования и науки региона Асхаб Дудургов. Знаменательно, что это событие проходит в год педагога и наставника, в День знаний. Открытие данного учреждения – важное событие с точки зрения развития региона. Здесь созданы современные высокотехнологичные условия, что крайне позитивно повлияет на качество подготовки востребованных в регионе профессиональных кадров. Центр опережающей профессиональной подготовки – это место, где помогут переквалифицироваться, получить новые навыки, к тому же усовершенствовать имеющиеся знания. По словам Мухарбека Барахоева, это отличная возможность не только для молодежи, но и для взрослых стать лучше и более профессиональнее в своем направлении. Сегодня у нас совершенно новые вызовы, новые реалии, в том числе и в связи с воздействием внешнеэкономическими санкциями и так далее. Рынок труда очень быстро меняется. Меняется потребность в профессиях. И открытие вот этого центра опережающей профессиональной подготовки является одним из первых шагов в направлении качественной подготовки наших кадров. На сегодня в этом здании для полноценного обучения все готово. Компьютерные классы, лекционные кабинеты, аудитории, трансформеры, коворкинг и медиазоны. Также видеостудия. Все аудитории оснащены современными техническими средствами обучения, коллективного и индивидуального пользования, мультимедийные комплекты, интерактивные доски, персональные компьютеры и ноутбуки. Центр расположился на 4-м этаже колледжа. Ремонтные работы удалось завершить всего за пару месяцев. На покупку оборудования, соответственно, были выделены федеральные средства, которые все, что здесь стоит в рамках ЦОПа, было приобретено на федеральные средства. Удалось вовремя это все сделать благодаря команде, в первую очередь, директору колледжа, Министерству образования, в том числе Институту развития профессионального образования, который оказывал всяческую поддержку, чтобы мы смогли комфортно работать и вовремя все это сделать. В 2022 году Республика Ингушетия участвовала в федеральном конкурсе на отбор по центру опережающей подготовки. Мы выиграли отбор, нам выделили финансовые средства и закупили оборудование для подготовки и ремонта нашего центра опережающей подготовки на базе колледжа сервиса и быта. В течение 3 лет оно будет на балансе нашего колледжа, а потом, как самостоятельная единица, юридическое лицо, они отделятся и будут работать на благо республики сами. Пройти обучение могут школьники, студенты, женщины в декрете, безработные, а также граждане пожилого возраста. Всего в центре 10 направлений – дизайн и искусство, здравоохранение, туризм, юриспруденция. И это далеко не весь перечень. Здесь каждый сможет найти программу по душе. Любой человек, у которого уже есть образование или который хочет его получить, может обратиться в ЦОП и получить образование по той или иной программе. Также работодатели могут отправить запрос в ЦОП, сказать, что у них, к примеру, есть специалисты такой-то отрасли, они бы хотели, чтобы они прошли повышение квалификации или переучились. И по запросу работодателя мы делаем отдельную программу и обучаем их сотрудников. Также к нам могут прийти школьники или студенты, которые еще не определились со своим профессиональным путем. Мы помогаем им пройти именно профориентацию, выбрать то направление, которое им интересно, и уже пройти соответствующее обучение по нему. Открытие центра с нетерпением ждали и студенты колледжа сервиса и быта. Теперь и для них будет возможность получать не только основные знания, но и изучить что-то новое. Я узнал, что в ЦОПе открываются курсы журналистики. Мне нравится журналистика, потому что мне нравится писать о людях, различные статьи о людях. Вохкалыч, айтица, жизнь связать его с ермо организацией, обучать лунах. Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в рамках национального проекта образования. Всего по стране с 2019 по 2023 годы создано 74 центра опережающей профессиональной подготовки в 74 субъектах Российской Федерации. Ключевая причина появления центра – разрыв между скоростным изменением современных технологий и темпом обновления образовательных программ. Сегодня республика вышла на уровень, когда требования работодателей, которые, естественно, меняются в соответствии с изменчивыми ситуациями на рынке труда,
могут быть удовлетворены при помощи современных технологий, на которые нацелены удовлетворять в этом центре, в этом ЦОПе. Сегодня в центре уже проходит обучение более 100 человек в дистанционном формате, а также в очной и заочной формах. Записаться на курсы можно через официальный сайт организации или же в самом учреждении. Малика Измайлова, Султан Магушков, Новости 24.